такую погоду, когда то мороз, то оттепель, открытый манеж Республиканской конно-спортивной школы превращается в зону особого внимания. Во время занятий лошади могут поскользнуться, а значит травмировать и себя, и наездника. Впрочем, привыкшие к таким трудностям спортсмены и тренеры всегда начеку. Даже морозы уже не помеха. Тренировка занимает у нас примерно около часа. Ездим до минус 20 ездим. Да, после тренировки накрываем лошадь попонами, чтобы всегда лошадь не замерзла. Отшагиваемся и домой. Решить все проблемы мог бы крытый манеж. Более того, у школы появилась бы возможность развивать новые виды спорта, например, выездку. Тем более, что обучить животное нужным упражнениям несложно, но только если это самое животное твердо стоит на ногах. А обеспечить это может только, скажем так, стабильный грунт. Вот принимание, лошадь танцует, видели, может быть, по телевизору, ноги высоко поднимают. Этому научить несложно. Научили, грунт плохой, лошадь забыла, проскользнулась, уже не делает. Сегодня научили, завтра снова. А когда будет манеж крытый, мы будем успешно выступать по выездке. И вот на днях в школу пришло радостное известие. Правительство смогло договориться со спонсорами о выделении 3 миллионов рублей. Часть суммы уйдет на покупку техники, необходимой для обслуживания конюшни и ее обитателей. Скорее всего, здесь закупят мини-трактор. Кроме того, Министерство сельского хозяйства намерено увеличить и поголовье рысаков. Компанию местным рысакам и тракенам должны составить ахалтыкинцы. Есть отобранные кони, давно ждут отмашки. Я попросил ребят, правда, они с нашего региона, они уже по моей просьбе объехали, отобрали лошадей именно ахалтыкинцев, более податливых, кто поддается дрессировке. Мы хотим начать школу джигитовки. Это новое для республики. Я договорился со специалистами, готовы сюда приехать, обучать наших детей. Выделенных спонсорами денег, скорее всего, хватит и на начало работ по составлению проектно-сметной документации на строительство крытого манежа. Кроме того, правительство Коми подало заявку на получение субсидий из резервного фонда президента страны. Речь идет о сумме в 3 миллиона, так что денег на создание проекта хватит. Ну а само строительство, скорее всего, начнется уже в 2019-м. Кстати, землю под манеж уже выделили. Татьяна Супряткина, Елена Коннова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.